Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. С 6 по 12 ноября в честь Всемирного дня борьбы с пневмонией в республике идет профилактика заболеваний органов дыхания. К тому же 6 ноября Международный день отказа от курения обычно отмечается ежегодно в третий четверг ноября. Сегодня мы поговорим о борьбе с пневмонией и о профилактике курения. Гостья в студии Аграфена Аргунова, главный внештатный специалист по пульмонологии Министерства здравоохранения Республики. Аграфена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. 12 ноября будем отмечать Всемирный день борьбы с пневмонией. В чем важность такого памятного дня, почему он был учрежден? Данная дата, она провозглашена Всемирной организацией здравоохранения совместно с Детским фондом ООН. И эта дата, она инициирована с 2009 года. Во-первых, это глобальная проблема в том, что впервые это была, почему провозглашена эта глобальная инициатива борьбы, это для защиты детей. Ежегодно в мире вообще умирает более 2 миллионов человек от пневмонии. Из них, значит, в том числе это миллион, чуть с лишними, цифра, это дети. Дети, 14% это дети до 5 лет. Поэтому вторая очень большая проблема, почему это так называемый, есть термин антибиотикорезистентность. То есть устойчивость к антибиотикам. Это в первую очередь защита. Все эти мероприятия, эти глобальные, они были инициированы и проводятся комбинированно. Комбинированные мероприятия, то есть это в первую очередь это пропаганда здорового образа жизни населения мира. А вторая это медицинская вторичная профилактика, то есть защита против пневмококковой инфекции, это вакцинация. Почему именно против пневмококковой пневмонии? Хотя возбудителей бактерий очень много, но почему? Потому что, во-первых, это площадь поражения при данной патологии легких очень большая. Пневмококк. Она устойчивая. И с 2014 года в России вообще введены 2 вакцины. Конъюгированные, полисахаридные, детям до 2 лет. И так называемые для нашей взрослой службы это группа риска. То есть это люди, возраст которых составляет 60+. То есть почему эта группа населения? Во-первых, это, конечно, с возрастом организм стареет, начинаются проявления хронических заболеваний, так называемых неинфекционных заболеваний. Это гипертоническая болезнь, это ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, гепатит, астма, хроническая обструктивная болезнь легких. У этой когорты населения развивается так называемый вторичный иммунодефицит. Первичный иммунодефицит, мы знаем, это СПИД, ВИЧ-инфекция. А здесь на фоне хронических заболеваний снижается общий иммунитет организма. И у этой группы населения, то есть детишки до 5 лет и группа риска 60+, это самое именно население, которое дает высокую смертность от пневмонии. Вы уже назвали некоторые факторы, которые способствуют развитию заболеваний органов дыхания. Вообще, какие еще причины бывают у таких болезней, какие факторы воздействуют на появление таких болезней? Переохлаждение, в вторую очередь. И сейчас очень много стало, после особенно новой коронавирусной инфекции, очень вообще в целом, можно сказать, старение населения идет. То есть хронические, те или иные хронические заболевания, которых я перечислила, они утяжелились. Они протекают как-то очень тяжело. Это лежачие больные, постинсультные, которые перенесли инфаркт миокарда, лежачие, неврологические больные. У них развивается так называемая аспирационная пневмония, и на фоне хронической сердечной недостаточности, опять же, так называемая застойная пневмония. К нему прикрепляется любая бактерия, пневмококк, стафилококк, стрептококк, и развивается пневмония. И, во-вторых, это, конечно, почему мы говорим устойчивость к антибиотикам. С года
с появлением пневмонии через 2 года развилась устойчивость микробов к данному пенициллину. Антибиотик пенициллин первый, да. И вот представьте себе, беспорядочный прием антибиотиков, он как раз убивает нашу защитную микрофлору. А защитная микрофлора сидит у нас в кишечнике. И вот когда вот антибиотик поступает, да, без показаний, он как раз вот эту защиту и снимает. Поэтому антибиотики должны обязательно только назначаться врачом. Мгм. А вообще, как еще избежать заболеваний органов дыхания? Ну, я не буду, наверное, такое-то этим, да. Ну, в первую очередь, это, конечно же, здоровый образ жизни. Что туда входит? Сейчас появилась очень большая проблема вейпы. Это от простого вот, курения сигарет, это совершенно другие. В 2004 году впервые вот появился термин вейповское легкое. То есть он вызывает тяжелый фиброз. Это как цементирование легочной ткани. У человека развивается дыхательная недостаточность. И молодежь немножко нынче не понимает, да, вот силу, пока молодые, защита есть, да, с возрастом после 40-50 лет вот это проявление, потому что вот эти паровые механизмы, да, табакокурения, они полностью уничтожают вот именно эпителий, так называемый мукозащитный, ресничатый, мукоцилиарный эпителий органов дыхания. Мгм. Да. Вот расскажите о пульмонологии, да, как о разделе медицины. Вот какие заболевания лечат пульмонологи? Пульма от слова это от латинского слова легкие, значит заболевания органов дыхания. Это болезни легких, болезни бронхов, то есть нижних отделов дыхательных путей и верхних дыхательных путей. Но самые распространенные сейчас, особенно после ковида, стали аллергические заболевания, то есть астма аллергического генеза. Если у человека была какая-то предрасположенность, возможно, при соблюдении здорового образа жизни, да, при соблюдении режима вот этого, да, питания, жизни, возможно, оно могло бы, хотя это наследственный фактор, возможно, есть, не было бы. Но вот ковидная инфекция, она как раз явилась пусковым фактором механизма. Если раньше у нас специализированное отделение пульмонологии до ковидной инфекции почти не поступали больные с приступом астмы, да, то есть с обострением тяжелой астмы, то сейчас стали поступать. То есть хронические заболевания стали тяжелее протекать, тяжелее, да. Ну, здесь, конечно же, в первую очередь сказалась пневмония, да, все это Да, понимаем, да, очень как часто раз-таки обнажила. пневмония не только бактериальная, но и вирусная бывает. Особенно почему профилактику вот, гриппа, да, мы агитируем, да, против вакцинальный, когда режим начинается с сентября. В первую очередь вот, после перенесенной вирусной инфекции, острых респираторных вирусных инфекций, у той когорты больных, вот детишки и взрослые, да, группа риска, у них вот как раз присоединяется вторичная, уже бактериальная. И получается микс инфекция, то есть комбинированная, вирусно-бактериальная. Здесь очень тяжело. Поэтому вот ежегодно у нас вообще выпускаются новые антибиотики, да, против, да, но уже очень быстро развивается штаммом вот этих бактерий очень быстро развивается чувствительность. Поэтому должно быть очень бережное, очень такое ювелирное назначение данной группы препаратов. Но сейчас у нас уже мероприятия же проводятся, то, что в аптеках продаются только по рецепту врача. Антибиотики только по рецепту врача. Ну, вот что касается вакцинации, да, когда нужно получить вакцину, какая вакцина, может быть, будет полезнее Да, всего? вакцинация против вирусной инфекции, то есть против гриппа, это уже начинается у нас на уровне медицинских организаций Министерства здравоохранения. Это конец августа, сентябрь. Потому что вспышки это ноябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Да? А против пневмококковой инфекции вот детишкам делают до 2 лет, и группе риска это 65+. Группа риска с хроническими заболеваниями. Он делается не сезонно,
А, например, одна вакцина делается один раз на всю жизнь, да, которая имеет 13 серотипов против пневмококка. Пневмококк, он есть, казалось бы, одна бактерия, но у него вот именно серотипы есть, агрессивные серотипы против этих. Вторая вакцина, которая детишкам и вот этой взрослой группе, это серотипы имеет 23 серотипа. И он делается каждые 5 лет, то есть защищает. То есть лучше всего получить две этих вакцины, да? Одну, которую на всю жизнь, и потом Да, каждые 5 лет. 65 плюс мы делаем однократно, вторую вакцину даже не делаем, потому что в 13 серотипах сидит вот два агрессивных, которые опасны для взрослого населения, для тех, кто страдает. И он делается вне обострения заболевания в любое время года. Во-первых, вот чем больше получаем мы вакцину, у нас развивается коллективный иммунитет. То есть эти бактерии, вирусы, они здесь живут, но если у нас коллективный иммунитет развивается, меньше заболевает людей. То есть устойчивость, резистентность. Есть такое понятие, что вакцины вызывают заболевания. Нет такого. Хотя бы взять вот этот многолетний опыт против туберкулеза. БЦЖ же делаем, защищаем. Кто-то заболевает, да, редко. Из миллиона там заболеют 100 человек, из миллиона вакцинировано. Это же все-таки не такая большая цифра. Поэтому, ну, а самое главное, конечно, это образ жизни. Полноценное питание. Полноценное питание – это очень хорошая защита, особенно в наших климатических условиях. Ну вот как проходит неделя профилактики заболеваний органов дыхания, в чем основная задача мероприятия, Да. что проводите? Во всех медицинских организациях очень активно проводятся вот профилактические мероприятия. А на самом деле вот эти профилактические мероприятия – это ежедневный труд врача как стационарной помощи, так и особенно участковых терапевтов первичной службы. То есть вот пациенты же получают, вот когда приходят на участок, да, к участковому терапевту, она первая дает рекомендации немедикаментозные. То есть что профилактировать, как делать, да, как жить, от чего отказаться, активный образ жизни. И только вторым номером идет уже медикаментозное. Даже стационар, вот когда человек выписывается из стационара, обязательно в рекомендациях даются немедикаментозные. Опять соблюдение каких-то режимов. И второе, какие нужны препараты, это медикаментозная поддержка. А самые большие вот эти мероприятия для медицинских работников, это у нас вот начинается с 13 ноября, ежегодно у нас совпадает как раз День борьбы с пневмонией. Это наш конгресс экологии и здоровья человека на севере с международным участием. И там участвуют не только вот, да, наши местные ученые, но и онлайн, офлайн, вот мероприятия с участием ведущих ученых, клиницистов, академиков. Это Россия. Ну, то есть как раз на этом мероприятии Да, будете обсуждать очень. проблемы, в том числе и пульмонологии, да, заболеваний легких. Слушай, Аграфена Николаевна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы, озвучили очень много полезной информации. Надеюсь, наши телезрители вас услышали. Большое спасибо, будем рады видеть вас у нас в гостях снова. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.